Общественный контроль в Башкортостане усилит. Институт повышения квалификации профсоюзных кадров выиграл грант главы республики Радия Хабирова, направленный на усиление этих функций. Обсудим детали вместе с гостем программы «Интервью» в эфире Башкирского спутникового телевидения. Сегодня с нами руководитель проекта, председатель комиссии Общественной палаты Республики Башкортостан по образованию, спорту, культуре Лида Исаргакова. Лида Сагитовна, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, грант выигран. Поздравляем вас с этим. Спасибо. В чем суть, какие цели перед вами стоят? Надо сказать, что к этому проекту мы шли уже с 2015 года и прекрасно понимали, сегодня очень опытный состав Общественной палаты, и прекрасно понимали, чтобы эта работа в республике шла очень эффективно, она приносила пользу как органам власти, так и всему населению, необходимо людей, то есть субъектов общественного контроля, а это члены общественных палат и советов всех уровней, к этому просто нужно готовить. Тогда работа будет эффективна и, безусловно, будет приносить пользу обоим сторонам. А в чем выигрыш и для жителей, и для чиновников? Надо сказать, что Общественный совет, Общественная палата, основной функцией которой является общественный контроль, именно эти люди должны проводить общественный контроль за деятельностью субъектов государственной власти. Это министерство, ведомства, это администрация муниципальных образований в республике. Именно общественные советы являются субъектами. И чтобы доносить чаяние народа до власти, а от власти информацию до народа по каким-то проблемам и вопросам, для этого существуют общественные палаты и советы. Мы знаем, что обучение будет длиться до марта. В течение полугода 115 человек получат в итоге дипломы о том, что они получили такое обучение. Само обучение, давайте поговорим про это, что оно предусматривает. Обучение серьезное. Если раньше мы проводили однодневное обучение с нашими коллегами в муниципальных образованиях, то сегодня это 72 часа. Здесь работают 4 преподавателя, которые действительно этим занимаются очень давно и на профессиональной основе. Более того, здесь будут тренинги на командообразование, как председателю общественного совета вокруг себя сплотить команду и сделать так, чтобы она за 2 года очень эффективно поработала на интересы населения того или иного муниципального образования. Здесь также предусматривается конфликтологии. Сегодня люди конфликтны, и чтобы не тратить энергию попусту, здесь нужны определенные технологии, как сделать это общение бесконфликтным, как сделать так, чтобы было меньше обращений граждан и жалоб во все инстанции. То есть для этого и существует общественная палата. Человек должен прийти в этот орган у себя в муниципальном образовании, обозначить проблему, которую он видит. Он неравнодушный, он правильно все делает, но для этого нужны люди, которые помогут эту проблему ему решить. Любая жалоба, она в любом случае вернется в муниципальное образование, и все равно придется решать тем людям, которые там проживают и отвечают за этот район. А сегодня наша задача сделать так, чтобы жалоб было меньше, эти жалобы конструктивно обсуждались и находились сразу пути решения. Не просто найти проблему и сказать, ай-яй-яй, там проблемы и так далее, что-то не решается, кто-то не работает, и писать во все инстанции, куда только можно, благо интернет это позволяет, а наша задача, чтобы этот человек пришел конкретно в своем районе в общественную палату или в совет, и эту проблему решили там же эффективно, чтобы и удовлетворен был заявитель, и чтобы польза была для района. Ну, давайте разберем, условно, в каком-то районе, допустим, в подъезде не работают батареи. Каким образом это можно сделать, не отправляя многочисленные жалобы и заявления? Ну, вообще все жалобы должны, конечно, быть направлены на ту организацию, которая курирует этот вопрос, да. Но если получается, что он ответ не получил, тогда есть общественная палата или совет. Он приходит и говорит, ребята, у меня это не работает, вот это не работает. Тогда у общественной палаты или совета, если в составе нет человека, который компетентен в этом вопросе, потому что составы немногочисленные, порядка 12 человек в среднем, и он не может разбираться и в образовании, и в культуре, там, и в ЖКХ, тогда у него есть право привлечь быстро эксперта. Тогда он обращается, они очень быстро собираются, либо телефонный звонок, либо письменное обращение, либо какой-то круглый стол для обсуждения проблемы, например, да, и все вместе находят пути решения. Если вдруг здесь что-то не получается, тогда для этого есть уже руководитель района или города, когда можно обратиться к нему и уже на его уровне решить, потому что и общественная палата, и совет не всегда могут на своем уровне определенный вопрос решить. Но есть вопросы, которые можно решить вот так вот у себя в районе, не запуская в далекие инстанции и тратя при этом время. Лида Сагитовна, как вы оцениваете сегодняшний уровень общественного контроля в Башкортостане?
Я хочу сказать, что мы общаемся с коллегами из других субъектов, и без ложной скромности могу сегодня заявить, что уровень общественного контроля в республике, он достаточно высокого уровня, потому что мы занимаемся этим вопросом с 2015 года, сегодня разработаны и методические рекомендации, сегодня мы очень тесно работаем с нашими коллегами в каждом муниципальном районе или городе, мы практически всех их знаем на лицо, мы всегда находимся в контакте, и более того, вот это обучение еще раз нам позволит усилить в течение 72 часов вот это направление работы. Это самая основная работа сегодня общественных советов и палат всех уровней, поэтому вот это обучение как раз нам еще позволит усилить, потому что общественный совет работает всего 2 года. За 2 года объять необъятно невозможно. В районе есть такие системные проблемы, которые волнуют всю республику, а есть какие-то специфичные, которые характерны для конкретного района или города. Поэтому есть общественные советы, им есть к кому обратиться, им есть с кем посоветоваться. Общественная палата консультирует по всем вопросам. Более того, оказывает содействие в решении тех или иных проблем. Особенно если проблема системная. Например, очень много обращений по качеству школьного питания. Да? Сегодня разработаны чек-листы и анкеты, как поработать с родителями, да, в чем проблемы и так далее. То есть некоторые вопросы можно решить на уровне только зарождения проблемы, не доводить ее до каких-то конкретных жалоб или даже последствий, а действительно промониторить ситуацию в районе, каково питание, довольны ли все получатели услуг, предположим, да, это сфера образования. Проблем очень много в каждой сфере, а для того, чтобы не просто решить проблему, а даже ее предупредить, для этого есть общественные советы, есть определенные технологии, они уже выработаны, наработаны, и наша задача передать вот этот опыт, накопленный уже, да, более 5 лет, нашим коллегам. Я думаю, что это действительно позволит им эффективно решать свою функцию, выполнять. Ну и, кстати говоря, вот накопленный опыт, наверняка он будет содержаться в методических рекомендациях, которые будете вручать участникам проекта. Что это за документ, скажем так? Это методические рекомендации. Здесь собрана вся нормативка, которая имеется по общественному контролю. Это очень серьезный документ. И проводить общественный контроль, не зная нормативную базу в этой сфере, предположим, сфера образования, если я не знаю закон об образовании, да, закон об общественном контроле, закон о проведении независимой оценки качества услуг в той же сфере образования, да, я не могу эффективно, качественно проводить эту работу. Поэтому мы начинаем с нормативной базы и заканчивая теми тренингами, уже теми технологиями, которые мы сегодня наработали. Мы предполагаем, что углубимся в сферу образования, потому что это самая большая сфера, она представлена и на муниципальном уровне. Это сфера ЖКХ, где очень много тоже вопросов. Ну и тем более отопительный сезон. Да, это отопительный сезон, там вопросов очень много. И ремонты подъездов, и башкирские дворики. Поэтому нам есть о чем говорить с коллегами. Я думаю, что они будут очень довольны и очень быстро все это смогут воплощать в жизнь на территории своего района или города. Включены ли такие темы, как борьба с коронавирусом? Борьба с коронавирусом, что конкретно? Какие-то мониторинги, контроли в этой сфере? Как действовать, да, рекомендации, может быть, какие-то общественному совету? Безусловно, мы будем об этом будет говорить Ольга Панчихина, которая как раз в период пандемии занималась этим вопросом. Более того, провели потом круглый стол по итогам, потому что, оказывая помощь населению, там были как положительные моменты в подавляющем большинстве, да, но были и те, кто просто воспользовался ситуацией. Поэтому, чтобы вот этого не допустить, эту проблему обсудили, и она обязательно донесет на занятиях уже до слушателей. Безусловно, мы продолжаем работать в этих условиях, проблема есть, и есть люди, которые как раз вот в этот период отработали и знают проблему изнутри. Как формируются общественные советы и как туда можно попасть? Общественные советы формируются следующим образом. Треть состава предлагает глава. Предполагается, что внесут изменения вот в это положение по формированию советов. Треть будет предлагать, вот я сейчас и говорю, да, как в республике это происходит. Треть предлагает глава членов, треть предлагает госсобрание. И затем эти 2/3 формируют следующую треть на конкурсной основе представителей некоммерческого сектора, общественных организаций и так далее. И получится полный состав. Объявляется конкурс в течение месяца везде. Если это район, то это районные газеты, сайты и так далее. В республике то же самое. В течение месяца собираются заявления, конкурсные документы, там есть перечень определенный. Есть ограничения, кто не может быть в советах. Это очень серьезно. Это депутаты, госслужащие и так далее. Это тоже должны знать, в законе все прописано. И тогда проходят конкурсные процедуры и начинает работу
новый состав совета. И надо сказать, что если палата работает 3 года в республике, сейчас внесли изменения, то советы, к сожалению, работают 2 или 3 года, у всех по-разному. Ну и какие ближайшие нововведения будут касаться общественных советов? По нововведениям ничего сказать не могу, а действительно рассчитываю только на то, что то обучение, которое сегодня пройдут наши коллеги, обязательно позволит им эту работу сделать эффективной. Когда ты начинаешь вот в этом вариться в общественном контроле, предлагать пути решения, рекомендации, процесс очень трудоемкий, там есть подготовительный период, есть основной, потом нужно все это обобщить, проанализировать и предложить пути решения. Это самая сложная процедура. Есть разные формы, они об этом будут знать. И когда ты в этом варишься, ты понимаешь, что один закон очень хорошо работает, другой не работает. Тогда ты можешь предлагать какие-то уже поправки, какие-то рекомендации, выходить на уровень Общественной палаты республики, с коллегами обсуждать, а дальше у нас есть госсобрание и совершенствовать это направление работы у себя в муниципалитете. Ну и ваш универсальный совет всем общественникам, которые не входят даже, допустим, в общественные советы, но тоже заинтересованы в том, чтобы сделать жизнь лучше. Я очень рада, что в республике у нас очень много активистов, но мы хотим, чтобы эти активисты, они несли в себе такой конструктивный, такой позитивный настрой, что мы действительно хотим не просто искать проблемы в республике, да, обнажать эти проблемы, это здорово, но самое главное, что мы их должны найти, обсудить, проанализировать и предложить пути решения власти, либо тому или иному органу. Вот тогда мы действительно можем говорить, что республика полна активных людей, и именно эти люди двигают республику вперед. Ну, в том числе и вы. Будем стараться. Спасибо большое, Лидия Сагитовна. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире Башкирского спутникового телевидения была руководитель комиссии Общественной палаты Республики Башкортостан по образованию, спорту и культуре Лида Исаргакова. И мы говорили о работе общественных советов. Оставайтесь на БСТ.